Новшества в законодательстве, регулирующем сферу госзакупок, рассмотрели на практическом семинар-совещании в Республиканском Минфине. Мастер-класс провели специалисты Академии контрактных управляющих. Сюжет Заримы Евлоевой. 44-й федеральный закон, который устанавливает целый спектр требований к прозрачности и объективности госзакупок, в 2018 году вновь претерпел ряд изменений. Больше никакой бумажной волокиты, теперь все переходит в электронный формат. И коррупции меньше, и лес, как говорится, на месте. Эти новшества и стали темой целого марафона обучающих семинаров, которые прошли в Республиканском министерстве финансов. Министерство финансов является уполномоченным органом по регулированию контрактной системы. В связи с этим мы периодически организовываем обучающие семинары. Вот в последнее время, последняя законодательная новелла – это введение уголовной ответственности в отношении представителей как заказчика, так и уполномоченных органов, контрактных служб и также иных уполномоченных лиц заказчика. В целях для того, чтобы подготовить наших заказчиков к законодательным изменениям, для того, чтобы не было нарушений, было организовано настоящее мероприятие, семинар по внедрению новелл по организации закупок в электронной форме. Антикоррупционные меры, новые основания для проведения госзакупок и нововведения в сфере заполнения документаций. Всю эту информацию будущие заказчики получают, что называется, из первых уст. В республику приехали специалисты Академии контрактных управляющих и акционерного общества «Единая электронная торговая площадка». Заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта, нарушения, которые, возможно, будут по исполнению контракта, претензионная работа, судебная практика и так далее. То есть вся информация по добросовестности либо недобросовестности участника закупки будет анализироваться и систематизироваться в этом реестре контрактов. И в последующем данные из реестра контрактов будут использованы для автоматизированного допуска либо недопуска участника закупки по критерию опыта работ и деловая репутация. Представители Минфина еще раз напоминают собравшимся, что государственные закупки необходимо осуществлять в строгом соответствии с буквой закона. А все нарушения с 2018-го повлекут за собой не только ощутимые штрафы, но и уголовную ответственность. Участники семинара уверены, все новшества в законе о госзакупках призваны сделать эту систему более прозрачной, предотвратить коррупцию и прочие злоупотребления. После 1 июля 2018 года в закон 44 ФЗ вступает большое количество изменений, и работа государственного заказчика по всей стране, в том числе заказчиков Республики Ингушетия, подвергнется очень большим изменениям. В первую очередь, наверняка уже все слышали, что все закупки у нас переводятся исключительно в электронную форму и будут проводиться через электронные площадки. Соответственно, в рамках сегодняшнего семинара я расскажу новшества, которые вступили в силу в течение 2018 года, расскажу о переходном периоде по переводу всех закупок в электронную форму и дам обзор судебной и административной практики по вопросам применения закона о контрактной системе. Обязательную инструкцию по применению закона о госзакупках прослушали представители министерств и ведомств. Это государственные и муниципальные заказчики, те должностные лица, которые ведут закупочный процесс в организациях. Во всех этих новшествах есть какие-то свои плюсы и минусы, которые я вынесла лично для себя. В электронном виде, конечно, все намного легче будет. И плюс еще там введена и уголовная ответственность сейчас. Это более усложняет работу, наверное, более серьезно нужно относиться к ней сейчас. И есть очень полезные поправки там по обеспечению заявок, например. Основная цель встречи – повышение квалификации сотрудников госучреждений. А для закрепления пройденного материала всем участникам будут разосланы электронные версии брошюр, в которых подробно описаны новые требования 44-го федерального закона. Зарима Евлоева, Хавар Жгоигов, Новости 24.